Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Будете кликать меня, и я почую Его, вызволю Его и уславлю, наталю Его долгим життям подчас этой святой мши. Молюся за усіх парафіян, просячи доброго милосердного Бога о потребних ласках, о добрым часі переживання Великого посту, о добрых постановах и о навертании для кожного з нас и наших близких. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти в эту наисвятейшую охрану. Spowiadаюся Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Всемогутный Боже, прашто готовое переживание Великого посту, дай нам плывей зразуметь таємницю Христа, и годным життем имкнуться, дая исполнения проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарит едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги Буття. Пан Бог створив чоловіка з пилу землі і вдихнув у ноздри його подих життя, і став чоловік живою істотою. І посадив Пан Бог сад у Едені на усході, і поселив там чоловіка, якого створив. І виростив Пан Бог з землі усіляке древо, привабне з вигляду і добре для їжі, і древо життя посеред гэтага саду, і древо познання добра і зла. А змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў Пан Бог. І сказаў змей жанчыне: ці сапраўды сказаў Бог, не ешце ніякага дрэва ў раі? Жанчына адказала яму: мы можам есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці. І сказаў змей жанчыне: не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце як Бог, які ведае добро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй, і пажаданае дрэва для набыцця пазнання. Тады ўзяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся у іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сышлі, і сшылі лісты смакоўніцы і зрабілі сабе павязкі. Гэта Слово Божие. Змилуйся над нами, Пане,
Смилуйся над нами, Пане, мы згрішили. Моє відвідне закони моєї, і гріх мой завжди передо мною. Тобі одному я згрішив, і злочинів перед Твоїми очима. Смилуйся над нами, Пане, ми згрішили. Чисте серце створив во мне, Боже, я далеко не тривалий дух. Не откинь от меня своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Смилуйся над нами, Пане, мы згрішили. Верни мне ради исполнения Твоего, и умацуй меня духом рехини. Пане, открой гусли мои, и гусли мои будут тебе счастье Твою хвалу. Смилуйся над нами, Пане, мы згрішили. Читание послания святого апостола Павла до Римлянам. Браты, як праз одного человека грех увайшов у свет, и праз грех смерть, так и смерть пройшла на усіх людей, бо усе зграшили. Калі з-за проступку одного человека смерть запанавала праз одного, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць в житті, дякуючи одному Єсусу Христу. Як проступок одного принес усім людям осудження, так і праведність одного принесла життєдайне оправдання усім людям. Бо як праз непослухмяність одного чоловіка многие стали грешниками, так і праз послухмяність одного многие стануть справедливими. Гэта Слово Божие. Дякую вам, Богу. Благодари Слово Божие, благодари Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, а не каждым словом, что выходит с уст Божьих. Благодари Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Дух вывел Иисуса в пустыню, как дьявол выпробовал его. И постил он 40 дён и 40 ночей, и нарешті зголодався. Тады подышоў да яго спакушальнік і сказаў яму: «Калі ты сын Божий, скажи, каб гэтыя камяні сталі хлебом». А ён сказаў в адказ: «Написано, не хлебом одним будзе жыць чалавек, але кожным словом, што выводзіцца з вуснаў Божых. Тады ўзяў яго дьявол, у святы горад поставіў наверсе святыні і сказаў: «Калі ты сын чалавечы, кінься ўниз, бо написано: анёлам своим загадая на ком тебе, и на руках понесут тебе, как ты часом не спотыкнуўся об камень ногой своею». Иисус сказал ему: «Написано так само: не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». Дьявол зноў узял его на вельми высокую гору и показал ему усе владарствы свету и славу их, и кажа: «Усё гэта дам табе, калі упадешь и поклонишься мне».
Тады сказаў яму Езус: «Адыдзі, сатана, бо написано: Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тады дьявол покинул его, и вось анёлы подошли и служили ему. Это слово Пана. Так, первая новость, она вельми радостная. Уже осталось 35 дней Великого Поста. Так что мы уже с горки катимся. Это великий плюс таки. Распочали в середу под попельцовою середою Великий пост. Что означает попел? Это наше покаяние. Я во вторник возле дома распалил вогнища с этих вербочек, які год тому назад были посечены. И спалил их. Потом взял друшляк, просадил этот попел, как он был чистый, как кому-то брал альбо якийсь пластик на голову не попал, бы так неприемно потом. Ну и посыпал этим пепелом головы. Это пепел так званых вербочек. Чему? Мы что-то хотим спалить, как обновить. Это приклад посту. Посту великого. Мы хотим знайти, что в нашем жизни нам перешкоджает, что, может, варто было бы спалить, как это обновить. Можем не изменить, а обновить наше мышление, наши думки. Может, не одному бы сегодня треба было бы спалить, например, взять информатику, то сказать, информатики нехай станут праворуч, альбо леворуч, там те, кто и взять спалить компьютер, это компьютером, по пепелом с компьютера посыпать головы информатикам. Например, те, кто любит прихожих приодеваться, может, якусь сукню какую-нибудь королеву, якусь храбині спалить такую прихожую дорогую, и сукни этой храбині, этим попелом посыпать головы так само. Может, те, что знаете, есть дипломы, есть науки, достать эти дипломы, попалить эти працы магистерские, этим попелом посыпать голову. Потому что, ну, как отменить свое мышление, свое меркование, как поглядеть иначе. Да что можно в Великом посте, а чего нельзя? Что, який сенс этого Великого посту? У першей черзе, как найти у своем сердце место для Христа, тому хочу спалить тое, что нам перешкоджает. А как это спалить, треба принять поставу покоры. Бо только человек покорный может принять якусь покуту. И подчас Великого посту варто себе зробить якісь постановы. Варто зробить якісь постановы. Дети, вы хоть якісь постановы зробили? Думаете над якимось? Может, для вас, детей, то может меньше есть цукерок. Нет, это за легкое, что я сказал. Меньше тримать в руках мобильный телефон. О, да. Все, скажи, хорошая постанова, не? Может, зусім с мобильного телефона не користатися, особливо з гір гульневої кисти. А вот мобильный телефон, как только потелефоновать, а от кого же тримать смс? Очень важная речь. А может, для дорослых меньше узираться в эти разные сайты, инстаграмы, тиктоки и разные эти речи, бо дети крадут наш час, дорогие. О, так само, все, что ты говоришь, ты сами ходишь в этот телефон, глядишь, 3 годины пролетела. А работа, как была, так и стоит на месте. Кто расскажет, работа не волк, у лес не убежит. Ну, и правда, куда не у лес убежит? Вы будете чекать себе. Это ж не ведомо, что это такая речь. Ну, вот какие постановы треба робить. Какие постановы? И что можно в Великом посте? Чи можно раз целый Великий пост спожить хоть кавалок мяса? Конечно, можно. Но в Костяке не написано, что нельзя мясо есть. Костяк говорит, справедливость, стриманность от мяса только в пятницу. Хтось может поднять такую постанову, что не будет есть в Великом посте мяса. Али сенс таки, альбо цукерок. Али гэтыя грошы заэкономленыя на гэтым мясе, бо оно дорожэйшее, чем будем есть якийсь хлеб, не ведаю, там, сырок якийсь купляць себе, рыж будем варить себе и так далее, и так далее. Да, гэтыя грошы заэкономленыя, якія мы выйдем на плюс, мы их даем на милость, не оставляем в богате. Бо некоторые это говорят, я бы зробил какую-то постанову, а как она мне служила. Буду меньше есть, а тут такая мысль другая, как похудеть. Буду ранее вставать, або может от працы,
Może буду адмініструвати більше цієї праці надроблю. Так, буду менше їсти цукерок. Але як закончится Великий пост, куплю 10 килограмм коммунарки, насыплю и буду жрать. И все. Так только, аж пока у меня уровень цукру в моем организме не стабилизируется, и буду Великого поста. Ось, это выжечение? Нет. Это ну, ничего нам не даст. Бо это мы не робим не для Пана Иисуса, а для себя. Не буду есть, как похудеть, буду больше бегать, как быть больше спортивным, буду больше читать, как быть больше мудрейшим. А коли я не ризикну языком часу, то я маю его присвятить больше на хвалу Божию, альбо для другого человека. Для другого человека. Вот это и есть сенс Великого посту, как вы себе задали питание, что нам, чего мы чекаем в этом Великом посте, какие наши вимоги повинны быть, что можно, а чего нельзя. Наприклад, хтось шмат говорит, постоянно говорит. На час Великого посту повинен посмотреть, буду меньше говорить, меньше буду молоть языком. А той, кто есть, может, такой человек, который так тихо заховывается, ничего не говорит. На час Великого посту повинен посмотреть, буду больше размовлять, больше буду пробовать уходить в какие-то контакты. Не буду такие пассивные, а здесь буду пробовать что-то заинициировать, пробовать что-то изменить. Хтось, наприклад, пригоже любить завжди переодягатися, шмат часу проводить у ванні, як пригоже виглядить, макіяжі, педикюри, манікюри, прически і всі різні речі. А може на час Великого посту посмотреть, що буде менше часу проводить і прикладувати уваги до свого вигляду. А може є такий чоловік, така дівчина, така особа, яка може зусім собі уваги не викладати. А я така була, яка джинси те самі, кофта та саме, все. Там можно на час Великого посту постановить, что я уж наконец прооденусь, я, может, пригоже буду выглядеть. Ты скажешь, что это грех? Это не грех, а это постанова. И ты всю життя ходишь смутный, а может, трошки усміхнешся і улыбнешься. Ми десь вельми часто робимо якісь постанови, які нам ніякого сенсу не приносять, не дають ніякої вигоди нашого життя, не зміняють нас тільки на момент, бо ми стримлюємося, а потім, як вже все сталося, то ми є такими, якими є завжди. Яка наша постанова повинна бути така, яка нам поможе у першій черзі і дасть місце для Бога і другого чоловіка. То, що і було сказано усердну Пельцову, коли вы были, когда я вам говорил, что не я сам себе изменю, не человек изменит себе, не ситуация, не моя хвороба не меня не изменит. Только любовь Божия, любовь Божия, любовь Божия, кожна з нас. І я повинен зробити це місце для любові Божої у своїм серці, як Пана Бога не згубити. Бо сучасний світ нам пропонує різні пригожі речі. Хоче, як ми в нашому сучасному світі згубили Пана Бога. Погляньте на ці спокуси, три, які сьогодні були. Хто пам'ятає, яка перша спокуса, що Пан Єсус, дьявол сказав, що треба замінити в що? О, есть один человек, который мне подскажет. Так, камень в хлеб. Представьте себе, это древний цуд. Это супер цуд. Идешь заместо камней, только на которых у меня буханки хлеба лежали. А там под крыжом у нас кусок под снегом, камни лежать. Снег спадает, там хлеб лежит. Файно! Вельми добрый цуд. Только супер. А что нам хлеб дает? Хлеб нам дает радость. Хлеб нам дает здоровье. Коли мы добро, отповедно отживляемся, едим, споживаем травы, то он нам приносит так само счастье. Але коли мы обжираемся, пробуйте ласка, то нам говорит штости. Мы можем заснуть полночи. Мы там здесь уляємо, нам там прибуває трошки жирку, різних речей таких, нам ограничають наші можливості. Бо мы здесь там, может быть, что за много переедаем, вместо того, как иметь отповедный уровень для посилку. Другая спокуса. Кто пам'ятає, яка була другая спокуса? Как Пан Єсус что зробив? Прыгнул не со скалы, самого высокого будинку, який есть на свете. Залез туда и скочил вниз. И там сказал, тому что сказано анёлам твоим буду слухать. Чи это дьявол ведал, что спокушає Пана Єсуса? Того, кто за хвильку невалом переодолить его у знаку крыжи, принесе ему смерть,
Не ведаў. Чаму ён называе Сын Божий? Бо для дьявола кожны з'яўляецца Сынам Божым, хто выконвае яго волю. Хто выконвае волю. Гэтым Сынам Божым мы таксама, бо мы з'яўляемся стварэннямі Божымі. І гэта таму, у такі спосаб адпаведны ў нашым жыцці, гэта ўсё адбываецца. І таму гэты дьявол не спакушае Ісуса Христа як Бога, але спакушае яго як чалавека, да спраў зямных. Хлеб, каб ты спажыў, каб ты наеўся. Гэта і ёсць прыгожы сэнс, што в Пану Jesусе спакушае кожны раз нас. Каб мы ў якісьці спосаб адышлі ад таго. І апошняя спакуса гэта тое, што каб завёў Пана Jesуса на самую высокую гору і паказаў яму усе валадарствы свету і ўсе рэчы самыя добрыя для чалавека. Гаворыць, хочаш мець гэта для сябе? Пакланіся мне. Усё гэта твоё будзе. Да чаго спакушае дьявол Пана Jesуса? Ведаеце для чаго? Каб Пан Jesус остановіўся. Остановіўся. Памятаеце, у фільме одном было? Остановись-то, Бэйби, осталось. Потом всё. Но остановись. Каб мы остановились у сваім памкненні. Час Великого Посту – это каб мы не остановились, а на новым мы подняли тыя нашыя выводят себе тыя вырачэння, якія нам помогут. Не зашкодзяць нам, а нам дапамогуць у нашым памкненні да Пана Бога. І мы сёння стаім у пачатку гэтага прыгожага часу. Варта з яго скарыстаць. Варта нанова знайсці Пана Бога, заўважыць, што Ён ёсць. Не так, як я хочу, але Бог ёсць. Як вы думаете, гэта другая спакуса? Анёлам сказано, это наше пожаданне. Что мы зазвычай там, когда день рождения, 100 годов ожидаем счастья, доброты тебе, здоровья, как тебе там, как все то, как тебе дети слухали, как машина добрая ездила, как яхт хорошо плыл, как ты жил и жил. Представьте себе, как мы шли с 500 годов, а как человек не помирал. 678 день народжения переживаем на Карибах. Кальмары нам подают, а мы уже не можем и глядеть, мы уже объелись, мы уже весь свет проглядели. За 678 годов нас уже ничего не интересует. Нічого не тягне, що за інтерес був би жити? Пан Бог знає і має вартість свою. Який інтерес був би нам жити в цьому світі, який нас спокушає? Де ми б все познали вже, чоловік би перехотілося б жити. Яка вже охота б життя була. І тому дьявол кусить для вічного життя, для щастя, добра. Або, наприклад, коли заводять на високі владання, от все в твоєму. Нам так само хотелося, дети, не? Как нас батьки слухали. А ось мы хочем, мама, тата, купите нам это, мама, тата, дайте нам это, мама, тата, а мы что, себе? Ничего не робим. А повинны мы от себе вымогать, а не от своих батьков. Альбо батьки так само повинны на початок от себе навзаєм вымогать. Как этим прикладом дети натхненные и шли за батьками. У гэтым напрамку Бога. И может человек десяти идучи загубится. Але аднойдзе сэнс свайго жыцця. Я памятаю, як быў на універсітэце у Кракове, закончыў навіцят, пасля навіцяту прыехаў в універсітэт Кракова, філасофія, прыйшоў на універсітэт, тыдзень пазней на выкладзе адзін філосаф гаворыць, вам трэба кніжку прачытаць, дае нам кніжку пра Платона. Яна прыемна такая была, вам трэба прачытаць. Я адчыніў, чытаю першую старонку, паўстаронкі, прачытаў, у меня голова. Ляціць, не слухай меня, думаю, что такое? Ну, мозг не разумеет, не переваривая информацию, сразу отключается, компьютер регистрируется. Я добро положился на 15 минут, кивнул, устал, еще полгодины прочитал, другую сторону лететь голова не могу. Первый день сторонку читал одну, целый день, целый день сторонку читал. Чему? А не потом, все больше и больше и больше и больше разумел. Так, что потом уже мозг не отключался. З того, что часами Пан Бог нам дає такі кризиси у житті. Не для того, каб нас побити, а для того, каб нас узмацнити. Про гэта говорить містики в Христі неоднократно. Бо гэта кризис, гэта тяжкость, яку ми переживаем, яна і ёсць, каб нам дапамагчы в якомусь напрамку ісці. Яна тяжкая, сапраўды тяжкая. Мы дзесьці не разумеемся. Мы молимся, Пане Боже, дай нам гэта, і Пан Бог нам дае. Але ў другі спосаб. У нас была встреча, треба было кудись ехать, устаем с раницы, ангина, хвороба, температура 48 градусов,
треба замість ехать на якусь встречу важную, треба ехать до лекаря, брать больничный, бо иначе что, с працы, конец плану. Хотели, пан Бог нам дал другий способ. Він нам дає і показує, в який спосіб ми маємо вчитися, в який спосіб ми маємо імкнутися, як щось змінити. Затем, діти, дорослі, подумайте об тих постановах, які ви хочете підняти вже сьогодні, ще раз на ново. І ця постанова, вона може справді бути вельми тяжка. Так як до одного мніха, старшого такого дядка, прийшов малюсенький мніх і говорить так: наставник, тут розпочався Великий пост. Дозволь мне, как я уставал у 4 часа годины раницы. Дедок так завильк, за хвилинку отзывается: а тебе выйдя вставать у 4 раницы? Да, выйдя. Не дозволяю. Не дозволяю. Вот тебе выйдя, ты ведаешь, что тебе выйдя. Ты себе зроби такую постанову, якая ты ведаешь, что тебе не выйдя. А целый Великий пост будешь молиться, как пан Бог тебе дал силу, ласку вытривать у этой постанове. И может не один раз упадешь, и десь її зломиш, але і знову повстанеш, і знову станеш на коліні, будеш говорити: Пане Боже, дозволь мне вытривать еще може 1 день, еще може 5 дней в этой постанове. Это и будет целый пост, это 3 слова: пост, молитва і ялмушна. В этой буде ялмушна своего життя. Так само, бо десь тих чогось ти відказуєшся, як щось нове у своєму житті змінити. Просим, щоб ті слова, які ми тут сьогодні прочитали під кінець Євангелія, звучали так само в наших серцях. Коли прийде спокуса, як ми разом з Ісусом Христом сказали: «Отойди, сатана, бо написано: Пану Богу твоему будешь кланяться, и Ему одному будешь служить». Аминь. Веру в единого Бога и Отца Всемогущего, Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не слова. Раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего славления зайшов з неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, помогло Писанием, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения гнева и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Ісуса Христа, який у цей час Великого посту закликає нас до навертання і покаяння, с доверием вознесем до Бога наши супольные просьбы, молимся с Святый Костел, как все Его дети объединались у супольными мкнений до одиного и соправдного Бога. Тебя просим. За народы всего свету, как они зразумели, что Христос является их соправдным Богом, який любит кожного человека. Тебя просим. За людей, які у своїм житті зустрікаються з особливими спокусами, как при допомозі ласки вони зосталися вірними Богу. Тебя просим. За целую нашу супольность парафиальников, час Великого Посту был особливым часом пережития, подготовки для святов с мертвых повстания. Тебя просим. Молимся за нас тут собранных, как мы были готовы на охвярность, якую потребує от нас любовь до Бога и ближних. Тебя просим. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полней познать Твою великую любовь. Учени просим, как мы были послушны Твоей воли, брат Христа, Пана нашего.
Молитесь, как мою вашу я вяву, я Бог, Отец и всемогутный. Panie nasz Boże, uczyni prosił, как my належным чином склади Тебе охвяру, якою rozpoczynają podrychtowcu do świadkowania wielkowych tajemniców, spraw Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. Ugoru sercy mi. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна гэта і справедлива, слушна і злавагенна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. И Он праз 40-дённый пост у пустыни своим прикладом дал, прикладом освятил час покаяния. И Он зрабіў даремнымі усе подступы злога духа и научил нас перемагать грешные спокусы, как мы с чистым сердцем отзначали великодные святы и врешті досягнули вечной Пасхи. Тому з анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутний, неба и земля, полная Твоя. Хосанна на вершине, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершине, Хосанна на вершине. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica wszelkiej świętości. Тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас кров послав на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе усемогутний Божа. Освети эти дары ростою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Jon, kali dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jako jest za was, będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znał Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący. Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Признаю Твое воскресение и шагаю Твое преступление.
śmierci związek powstania Twojego Syna, a wiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как учит нас, прымаючых тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, радость Папа в нашем Львом, biskupom naszym, Józefom i усім duchowieństwom. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які обоснули в надії на воскрешение и про усіх, хто власти Твоей отошел от этого свету и дозволил убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Józefом ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом другим, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які с веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и во Христе, Тебе Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разучения и вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Наша наша благодать святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, яко века и на земле. Небо нашего святого, дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, яки мы отпускаем, и виноваты наши, и не вводь нас в спокойствие, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкавость, упокой грехи наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благоденство и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darycie go z supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликаний я на вечеру Ягоною. Амінь.
Ты прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
центре нашей Твой Бог, говори святой надежде, и огонь любви дай, утемри наших Твой Бог, говори святой надежде, и огонь любви дай, утемри наших Твой Бог, говори святой надежде, и огонь любви дай, утемри наших Молимся. Отвоцованные хлебом небесным веки живить веру, погонившая надею, умоцняя любовь, просим Тебя, Пане, как научил нас праздновать Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить каждым словом, что с Твоих уст нам выводится, раз Христа Пана нашего. В нашей парафии тривають колядные отведения, записываться можно у Христы. Каждую неделю после Святой Мши у 10:30 спеваем песни жальбы. Каждую пятницу Великого посту вельми сердечно запрошаю на Святую Мшу о 19 године, а после на набожество крыжового шляху. Захочу, как скористаться этих набоженством, как не затриматься в нашем житті, а идти наперед. Идти наперед. Это набожество нам есть, как мы здесь познали. Принамсі, себе можно сказать, коли хто не ходит раз, з'явиться на крыжовый шлях. А може, якраз дякуючи этому набоженству, ми змінимо образ свого життя, зрозуміємо, може, глядячи на Ісуса Христа, як нести криш свой цяденний, щоденний, який ми маємо у нашому житті. Це набоженство тиждень тому на п'ятницю за і проводили Ружа Руженцова, за що їм дякую великий. 27 лютого в наступную пятницу Мати в молитве, 6 Маргаритки, иначе те, кто молится на святоров, 13 Заковика дети, 20 молодь, 27 суполка ворони життя, так само суполка, яка молиться за душу чисту терпіча, і 3 Красовика, як завсёди, мужчини нашої парафії в Великую Пятницу. Реколекции великопостные в нашей парафии отбудутся с 27 по 1 Заковика. Духовное практикование проведет ксенц Андрей, пробуш парафії святого Яна Евангелиста у Миску. У пятницу святая Мша у 19, у 15 и у 19. У субботу у 15 и у 19. И 1 Заковика у неделю, ближайшую, та и кожную неделю, у 9, у 10:30, у 12 и у 19. Ахвяры, собранные в пятницу, в субботу, будуть предназначені для реколекціоністів, які так само в своїй парафії будує святиню. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменті. По ініціативі Каритаса Римско-Могилевской архидиецезии на период Великого посту организуется доброчинная акция для детей. Называется она «Скарбонка добрыни». И это не просто собрать ахвярование, а дать детям махчимость праз конкретные учинки особистой ахвяры, допомогчи своим хворым одногодкам. Все собранные сродки будут накированы на подтримку дитячего доброчинного социального рехабилитационного центра Святого Луки «Каритас» у Лясковці. Место, где находят допомогу и часовый дом дети, які змагаються з онкологічним и іншими тяжкими захворюваннями. Так что, дети, еще раз для вас, внимание, каждый день откладаем несколько копеек, робим советскую скриночку или скарбоночку, там 10 копеек, 20 копеек, и кидаем ее для детей, которые потребуют. И потом под конец Великого посту принесем сюда и сложим при алтаре. А я за этим эти копеечки ваши, бо копейка до копейки, и поустане так целый рубль, а рубль до рубля поставил 1000 рублей. И эти ваши гроши я завязу у Каритас. Добра? Так что можно себе завес цукерки якоїсь
две копейки отложить. Замест копейки 2 копейки. Так каждый день поглядишь. И так надкладаем несколько рублей. А так несколько у нас детей. То есть 100 штук их. Да есть примерно получится 200-300 рублей. Мы, может, хтось і больше, дай па не може. Але гэта для дапамоги тым, хто не може сам. Захвочваю у хаце зрабіць такія шкатулачки, месяца, може баночки якісь. І туди кожен день кидаць якісь копейки. Есть новый номер часописа «Аве Мария», у ім есть так само артикул одной из наших парафиянок, Станиславы Тишкевич, такая наша парафиянка, яка приходила, хто є пам'ятає, хто ні, то не знає, що живе, каже, що ти написала. Варто себе вчить «Аве Мария», взять до хаты, может, больше Великих Гостей читать, как поглублять свое знание религийное. Тут кошмар других артикулов, которые нам потребны и нам допомогут. Так само у зрозумінні, може, кажуть, на якісь дадуть відкази, не може, а напевно дадуть відкази на якісь питання. Там ззаді костюла таких часописа знаходиться. Я для вас только спроважаю парафію, не для себе. Бо для себе то мне бы хватило одного номера читать. Их там есть 25 штук, и вас все разберите. По одному фотографии вообще не треба. Так, маю надею, что все пока, потом коллекции у нас, конечно, повстанут, якісь будем пробовать зорганизовать якісь новые суботки, больше подробная информация з'явится в наступную неделю. Дякую вам за ахвяраванне на будову спольную индивидуальную молитву, за спеву правой литургичной, за пробирание каплицы, катехатичной залы, за дежурю. Помолимся за тих, хто на гэтых тижні святкує день народження, іменини, юбілей, хто чекає народження дітей, за тих, хто проває нас покаянних обідних, помолимся за родію передавців нашої парафії, за молоду людей, великих святого Божої милосердості, кожного з нас вивчають пам'ять. Маті Божої, руженцової твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Еще 35 дней и будем веселиться. Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть спасити. Niech będzie pochwalony. Pana naszego Jezusa Chrysta, niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, prawdziwe ciało i Pana naszego Jezusa Chrysta,
нехай буде похвален найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.